Слово для приветствия предоставляется президенту Академии наук Чеченской Республики Жамбулату Умарову. Еще раз приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги, на сегодняшней Всероссийской научно-практической конференции, посвященной столетию образования Чеченской автономной области. Ну, я уверен, что об этих известных исторических перипетиях первой четверти прошлого века тут расскажут, поэтому я углубляться, так сказать, в них не буду. Просто скажу, что я думаю по этому поводу, прежде всего как историк, что стремление государственности не только у чеченского народа, но у всех народов, в данном случае Северного Кавказа, было гораздо раньше, на разных этапах истории, волеизъявления различных народов Кавказа было слышно. Его эхо мы находим сегодня в различных источниках. Я, в частности, сейчас работаю над монографией, как раз посвященной адаптации народов Кавказа в составе Российской империи. Это вторая половина 18-го и, в общем-то, весь 19 век. И это был очень непростой процесс. То есть, если, допустим, у обывателя может возникнуть мысль о том, что вот в 18, 19, 20, начало 20-х годов, что это некий разлом, перелом, как хотите, да, какое-то эпохальное событие, которое возникло из-за того, что вот просто Российская империя канула в лету в 17 году, прошла гражданская война, и тут же все народы одумались и решили, значит, молниеносно образовать свою государственность. Разумеется, это не так. Стремление к этой государственности, причем в разных формах, у разных народов она существовала, об этом обязательно нужно говорить. И не для того, чтобы спорить, так сказать, с нашими коллегами, которые имеют иное мнение, но для того, чтобы в Российской Федерации понимали, что не нужно, значит, клеймить народы, называя их малыми, потому что каждый народ по-своему велик. Если он, пройдя через все тернии истории, остался существовать на этой земле, он уже по определению велик. Поэтому очень важно об этом всегда рассказывать. Мы просто выделили это событие, потому что оно, например, в чеченском случае, и в случае и с ингушским народом, и с народами Дагестана, и Северной Осетии, и Кабардино-Балкарии. То есть все эти процессы, как вы знаете, происходили практически одновременно у всех этих народов с того момента, как такое образование внутри Российской империи, как Терская область, основанная в 1864 году, перестала существовать. Поэтому очень важно показать вот определенные вехи развития, определенные ступени вот того великого пути, который прошли наши с вами народы, какие-то врозь, какие-то вместе, на пути обретения этой государственности, которую сегодня в составе Российской Федерации, той государственности, которую мы имеем. Все регионы Северного Кавказа, республики СКФО в частности, сегодня это республики, которые имеют все ветви власти, это республики, которые функционируют гармонично, значит, вместе со всеми остальными регионами Российской Федерации, развиваются, добиваются успехов и так далее. Чеченская республика имеет свой достаточно трагичный путь, и поэтому мы с вами должны быть на страже того, чтобы не позволять кое-каким, так сказать, субъектам, которые чистят себя под наукой, раздроблять нашу страну, нажимать вновь и вновь на больные исторические мозоли, которые, безусловно, были в истории народов России, и посредством таких манипуляций не водворили бы нас в пучину, в кровавую пучину революций, расприй,
и, в конце концов, гражданской войны, которая грозит миллионами жертв. Разумеется, мы должны сделать на этом поприще все, что от нас зависит. Еще раз хочу поприветствовать наших дорогих гостей из разных регионов, которые приехали сюда. Особенно хочу еще раз поприветствовать нашу гостью из далекой от нас Сербии, далекой и одновременно близкой, потому что сегодня те процессы, которые происходят на Балканах, они очень часто, лично мной в исторической ретроспективе, рассматриваются очень идентичными во многих моментах с теми, которые проходили на Кавказе. Сегодня народы Балкан, и сербы, и боснийцы, и македонцы, и другие, есть там тоже свои определенные противоречия, о которых я в своей книге написал, особенно у представителей уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи мусульман, которые еще пока не определились, по какому пути им идти, по пути ли, так сказать, косовской пропаганды, которая ратует за создание на Балканах Эмирата под предводительством черных эмиров из ИГИЛ или Хизбут Тахрир, запрещенных в России, либо это будет проосманский путь, который будет частью Османской империи, о повторении которых мечтают очень многие сегодня турецкие политики, вырисовывая, так сказать, черным мелом краски будущего Турана, либо это все-таки будет религия мира, религия добра, религия любви, которую заповедовал нам в своей священной книге Коран Всевышний и его посланник, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Россия в лице Чеченской Республики может явить такой блестящий пример своего развития народом бывшей Югославии. Это факт. И об этом факте, иншаллах та'ала, даст Господь, в различных городах балканских стран я буду рассказывать. И очень надеюсь, что великий зов Ахмата Хаджида Алгазов Хобалдольцун, который сумел объединить не только чеченский народ, но и многие другие народы, примирить между собой. И не только нашей с вами огромной России, но и во всем исламском мире он служит большим примером миротворца, богослова и человека, заслуживающего особого уважения современной истории. Я надеюсь, что этот великий зов услышат и в балканских странах. А посему разрешите откланяться, и я перейду в пространство, так сказать, людей, внимательно слушающих те интересные доклады и выступления, которые мы надеемся сегодня вместе с вами услышать. Огромное всем спасибо, успехов!